Таджики спасли украинцев. Народ с огромным сердцем. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Мне позвонил один из наших соотечественников. В доме оставалась его семья, жена и 3 детей, один из которых был еще младенцем. Он слезно просил меня помочь вывести их. Отказаться я не смог. Там были дети, рассказывает герой-таджик, который почти 30 лет проживает в Украине. В этой эвакуации он получил ранение, и оно было не единственным. Бабой Шайх. Именно так мужчина родом из Вахша просит называть его. Он приехал в украинский Харьков в декабре 1996 года. Там окончил автомобильно-дорожный университет, а после решил остаться и строить тут дальнейшую жизнь. Занялся предпринимательством, часто приезжал на родину и навещал родных. На вопрос, были ли мысли покинуть Украину после начала боевых действий, Бабой Шайх ответил честно. Да, были, я не скрою. Тогда действительно огромное количество украинцев в страхе бежали из страны, опасаясь за свою безопасность и жизнь родных. Но видя, как страдают люди, которым некуда бежать, я просто не смог уехать, не позволила совесть. В основном уязвимыми оказались старики, одинокие женщины и дети. Я сам пережил войну и знаю не понаслышке, что это такое, продолжает мужчина. Надо отметить, что в Харькове действует одна из самых многочисленных таджикских диаспор. До войны там проживало порядка 50 тысяч таджикистанцев. Наши соотечественники не оставались в стороне в сложное время для Украины, военное время, и всеми возможными силами начали помогать людям. Среди активных волонтеров был и Бабой Шайх. Мужчина вспоминает первые месяцы войны, они были особенно тяжелыми. В одной деревне, куда мы приехали с помощью, люди сидели в подвале несколько дней без питьевой воды. Среди них были пожилые люди и дети, рассказывает мужчина. Каждый день мы привозили им столько воды, сколько могли. Тогда с топливом были большие проблемы. Нам помогли парни-чеченцы, которые тоже уже много лет живут на украинской земле. А потом харьковская таджикская диаспора инициировала одно доброе дело, стала готовить плов и раздавать нуждающимся. Так вот, Бабой Шайх – тот самый повар, чей плов так хвалят жители Украины. Горячее питание таджики раздавали в те районы, которые пострадали больше всего. Среди таких Северная Салтовка. Именно там проживало и много таджикских семей. В этом районе не работал ни один магазин. Продукты найти было невозможно. Буханка хлеба стоила 120 гривен, это более $3. Да и вообще ее было не найти, рассказывает соотечественник. Была большая проблема с водой. Район постоянно бомбили, люди прятались в подвалах. Каждый день мы приезжали и кормили жильцов. Взяв свою порцию плова, они заново спускались в подвалы. В то время практически невозможно было найти большие казаны. Но нашлись добрые люди, купили и привезли их. Один такой казан вмещает 40 килограмм плова. На самом деле большая разница, когда ты слышишь о войне где-то по телевизору или смотришь ролики в интернете, и когда сам видишь это своими глазами. Это абсолютно другие эмоции, это страшно. Пока хватает моих сил, буду помогать и никуда не уеду, говорит таджикский волонтер. А помогал мужчина не только кормить людей. Когда начались обстрелы в Северной Салтовке, он, рискуя жизнью, эвакуировал людей из их домов. Мне позвонил один из наших соотечественников. По стечению обстоятельств на тот момент его не было в стране. В доме оставалась его семья, жена и 3 детей. Он слезно просил меня помочь вывести их, отказаться и не смог. Мужчина помог семье выбраться и отвез их на вокзал, прихватив еще 2 пожилых женщин. В ту же ночь, по его словам, в дом попал снаряд. Была большая проблема доехать до вокзала. Найти такси практически невозможно. Это был один из самых опасных районов. Никто не соглашался сюда ехать даже за большую сумму, рассказывает Бабой Шайх. Я сам нашел машину и отвез людей. Во время эвакуации таджикский волонтер получил ранение. Осколки попали в шею, руку и ногу. Сейчас, по словам мужчины, дома в Северной Салтовке пустуют. После сильных обстрелов в них просто невозможно жить. Это было не единственное ранение, которое получил Бабой Шайх в период войны. Однажды обстрел начался во время раздачи плова. Тогда вместе с ним ранили и женщину, стоявшую рядом. Бабой Шайх и сегодня продолжает свою волонтерскую деятельность. Его день начинается в 6 утра с розжига костра. Он понимает, что его вкусный плов ждут мирные украинцы, ставшие заложниками чудовищной войны. К полудню огромные казаны уже источают аромат готового блюда. Плов забирают и развозят по местам, где люди особенно нуждаются в помощи. Раздача плова происходит ежедневно, кроме пятницы, в среднем это 700-100 килограмм. Бабой Шайх готовит сам, а продукты закупают неравнодушные люди и бизнесмены. Война, она везде одинаковая, несет лишь разруху, голод и смерти. Во время гражданской войны в Таджикистане мы тоже прятались в подвалах без еды и воды, боялись выходить на улицу. Сейчас я будто снова переживаю те страшные времена, вздыхает мужчина. Как вы относитесь к тому, что наши соотечественники не остались осторонь, хотя они могли спокойно сбежать в Таджикистан и помогают людям до сих пор?
У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.